Сегодня я снова одна, но я не унываю и совершенно не даю себе грустить по этому поводу, потому что нахожусь в замечательном, мелодичном и уютном заведении – караоке-баре «Коко Джамбо». Если вы любите попеть, вкусно покушать и просто провести хорошо время с друзьями, то вам всем сюда. Культурно провести эти выходные вы сможете в Русском театре 2 и 3 мая. Там пройдет спектакль «Недоразумение». А в Остинском театре спектакль «Сати и Байти» 3 мая. А в Национальном музее по-прежнему проходит выставка «Дорога-храм». Торопитесь, она продлится только до 7 мая. Для любителей живой качественной музыки у меня есть хорошая новость. В концертном зале «Сугу» 4 мая пройдет концерт группы «Цветы». Казалось бы, нет Артема, нет и клубной жизни. Однако он позаботился об этом и оставил мне для вас одно сообщение. 1 мая в арт-клубе «Инфинити» пройдет концерт победителя битвы гитаристов Георгия Каноника. Ну и куда же без кино? В кинотеатрах нашего города прошла премьера фильма «А зори здесь тихие». А мы не зенитчики, мы зенитчицы. Кто воевал, кроме вас-то? Обижаете, товарищ старшина, мы стрельные. Выбрать 4 бойцов из своего отделения. Я стрелять умею. Отец учил. Деревенская, что ли? Ну да. Знакомься, Алексей, моя дочь Евгения. Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили. Я все видела. Я в Москве училась, к сессии готовилась, а тут... Что в самом деле? У меня мама медицинский работник. Галя! Галя! Нету мамы. Война есть. Сынок у меня там. Наша задача – догнать противника, захватить его в плен. Короткими! Огонь! Стоять! Нет пути назад! А зори здесь тихие. Сегодня у меня в гостях саксофонист Юрий Красильников. Юрий, здравствуй. Спасибо, что пришел в гости. Вам, что позвали. Юрий, такой вот первый вопрос. Когда ты увлекся музыкой и почему при выборе инструмента ты отдал предпочтение саксофону? Ну, увлекся я музыкой, потому что мои родители были музыкантами, и бабушки, и дедушки, и много поколений, которые только можно знать. Вот. Мама предложила много инструментов, но выбор почему-то мой остановился на саксофоне, потому что, может быть, где-то я слышал, видел по телевизору, мне понравилось. И все инструменты остальные я отверг, остановился на саксофоне. Я тогда еще не знал, что это так сложно. Думал, что дядя же по телевизору легко играет, значит, взял и все. Ну, потом пришлось немножко из-под палки, но тем не менее, какое-то время труд такой был серьезный для того, чтобы овладеть хотя бы начальным этапом. Я не закончил музыкальную школу, я поступил в Новороссийское музыкальное училище имени Шостаковича. Отучившись там, поступил в Ростовскую консерваторию. Окончив ее, волей судьбы оказался здесь, где живу по сей день, чему очень рад на самом деле. Благополучно занимаюсь музыкой. Да, да. А в нашем городе саксофон пользуется популярностью? Есть зритель? Ну, насколько я могу судить, он есть, конечно, лишь бы он знал об этом. Вот. Интерес у публики, конечно, есть, но, к сожалению, хотелось бы, чтобы больше было музыкантов, больше людей, желающих играть на саксофоне. Не только слушать, но, к сожалению, пока что
я могу сказать, как преподаватель колледжа искусств, что ажиотажа нет, к сожалению. Вот, может быть, после таких программ что-то появится, хотя бы несколько человек, если заинтересуются. А как ты считаешь, почему саксофон не вошел в состав, такой интересный вопрос, Симфонического оркестра? Да. Ну, он не вошел туда полноправно, но это не исключило его оттуда навсегда. На самом деле он довольно-таки часто используется в симфонической музыке, современной симфонической музыке. Первый, кто его использовал в симфонической музыке, это Бизе. Ну и сейчас не буду перечислять всех. Я сам играл в Ростовской филармонии, привлекался к участию в программах симфонической музыки на саксофоне. Очень интересно. Также болеро, равель, все эти классические популярные вещи, которые без саксофона в принципе невозможно себе представить. Поэтому я бы так категорично не говорил, что он персона нон-грата является, уж точно не так. Это когда в советские годы он был запрещенным, проще было купить автомат, наверное, чем саксофон. Да. Интернетом тогда об этом нельзя, речи не было. И сейчас это все есть, можно даже в принципе заниматься самому. Конечно, это сложнее намного, чем с преподавателем. Ну, если честно, я сам после консерватории занимаюсь джазом. Я окончил кафедру классических инструментов духовых в Ростовской консерватории. Джазом, в принципе, никогда не занимался. А джазом я занялся уже когда у меня появилось свободное время от учебы и в какой-то степени от работы. Да. Для себя? Да, для себя. И в какой-то мере я владел искусством импровизации. Стараюсь его совершенствовать по сей день. Совершенствую этому искусству, как и любому другому, нет предела. Поэтому это очень интересная работа и перспективная. Кому даешь предпочтение в музыке? Ну, я слушаю разную музыку, на самом деле, джазовую в первую очередь. Мне нравится очень Игорь Гутман из зарубежных. Я слушаю Маркуса Миллера, и мне довелось побывать на его концерте. Он приезжал в Краснодар. Это легенды живые нашей современности джазовой музыки. С ним сотрудничает очень талантливый молодой музыкант, саксофонист Алекс Хан. И он тогда тоже приезжал в этом составе с Маркусом Миллером. И передать эмоции от этого концерта невозможно словами. Поэтому, конечно, было очень круто. Но на таком мероприятии нужно побывать каждому, на мой взгляд. Ты ему подражаешь в каком-то смысле? Откровенно никто никому не подражает, но когда музыкант слушает других музыкантов, да, он невольно и у них чему-то учится, и слушать — это неотъемлемая часть учебного процесса. То есть своим ученикам я тоже говорю: слушайте, и также мне говорили в свое время, и ты сам не понимаешь, кому ты подражаешь, ты берешь только то, что тебе надо, и вырисовывается твое лицо со временем, свое собственное «я». Юрий, у нас передача «Видеоафиша». Я не могу тебя не спросить, где ты любишь отдыхать сам и как любишь отдыхать? Ну, главное, не где, а с кем для меня. С друзьями, конечно же, и с семьей. Вот, опять же, на море, на природе. А у нас в городе? Ну, у нас в городе моря нет, но где бы ты ни был, ты находишься на природе. Да. Поэтому здесь сплошная природа кругом, и даже если куда-то уезжаешь на неделю, на две, уже сюда тянет. На самом деле чувствуется, что здесь уже дом все-таки. Юрий, если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? Ну, есть такой музыкант, легенда, от которого, в принципе, джазовый саксофон стал популярным, это Чарли Паркер. Конечно, он играл классический джаз, не совсем тот джаз, который играю я, современный, может, популярный в какой-то степени. И было бы, ну, это, конечно, из области фантастики, но пообщаться хотя бы просто с этим человеком, о чем он думал. Он, к сожалению, умер очень рано.
Он мало что кому сказал, по крайней мере словами, но играл он много и играл так, что до сих пор его записи служат образцово-показательными для как музыкантов, так и людей, которые просто любят музыку.